коллеги, скоро начнется пленарное заседание конференции. Прошу всех занять свои места в большом зале Центра культуры и народного творчества имени Кадышева. Приглашаем всех в зал. Перерыв заканчивается. Исенер Арлах Чунар Арзандағы наука конференцияның араласчылары. Конференция азылғаны ұшын Серерный прай чуребесінің алғыстапшамыз. Конференция хакас шун чылына пастағы несейске руников пешіктік дастарын табылғана бер 300 жыл азылғаны жарылыша. Түзімнің 9 прайзына алғапшамыз. Нас сағыздар көрезін. 9-ыбызға ұлық бетіне бізге читеріне кертеншеміз. Здравствуйте, уважаемые участники и гости Международного симпозиума Хакасского эпоса Международной научной конференции «Народы и культуры Саяна Алтая и сопредельных территорий». Мы рады приветствовать вас здесь, в большом зале Центра культуры и народного творчества имени Семена Прокопьевича Кадышева. И это не случайно. Центр культуры и народного творчества имени Семена Прокопьевича Кадышева является уникальным хранителем эпического культурного наследия республики. Ранее было сказано, что конференция посвящена открытию 300-летию открытия памятников енисейской письменности в году хакасского эпоса в Республике Хакасия. Соответственно, содержание конференции, содержание пленарного заседания включает в себя две научные содержательные линии. Это исследование в области эпического наследия хакасского народа, Саяно-Алтайского региона, хакасского героического эпоса родных языков народов Сибири, и исследование в области историко-культурного наследия коренных народов Сибири, Енисейского рунического письма, археологии Южной Сибири и Центральной Азии. Тематика конференции вызвала необычайный интерес ученых России и мира. В конференции запланировано участие, включая онлайн, 28 докторов наук, 75 кандидатов наук из 10 зарубежных стран – Японии, Турции, Монголии, Финляндии и других субъектов Российской Федерации. Всего на конференции планируется заслушать и обсудить более 100 докладов и выступлений. Уважаемые коллеги, представляю модераторов пленарного заседания и заключительного заседания нашей конференции. Вместе со мной Доможаковой Ольгой Васильевной, представителем Министерства образования и науки Республики Хакасия, работают заместитель министра культуры Республики Хакасия, кандидат в культурологии, доцент Лариса Юрьевна Киштеева. Лариса Юрьевна, пожалуйста, чтобы все видели, можно вопросы задавать. Далее. Исполняющая обязанности директора Хакнияли, кандидат филологических наук Нина Семеновна Майнагашева. Нина Семеновна, пожалуйста, тоже. По поручению от комитета конференции приветствую вас и поздравляем с открытием Международной научной конференции. Уважаемые участники конференции, позвольте представить вам наших уважаемых гостей, спикеров пленарного заседания конференции. Сегодня с нами, мы очень рады, что сегодня с нами доктор исторических наук, все вы его уже слышали сегодня, Игорь Леонидович Кисласов, лауреат Государственной премии Хакасия имени Николая Федоровича Катанова. С нами сегодня вместе также работают Людмила Степановна Ефимова, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой культурологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Людмила Степановна, отличник культуры Республики Хакасия, автор более 100 научных трудов в области лингвофольклористики, якутского языкознания. Вместе с нами сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры современного русского института и института филологии Московского педагогического государственного университета Ольга Валентина Ломакина, город Москва. Ольга Валентиновна также является ведущим научным сотрудником кафедры иностранных языков филологического факультета Российского университета дружбы народов. Ну и, наконец, сегодня мы уже неоднократно на церемонии торжественного открытия слышали имя этого человека, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой тюркской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Николай Николаевич Теплицын, город Санкт-Петербург. Николай Николаевич, заведующий кафедрой тюркской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, читает, переводит руническое и древнеуйгурское письмо. Уважаемые спикеры, спасибо вам, что сегодня вы с нами. И нам очень важно услышать и обсудить ваши необыкновенно интересные доклады.
Уважаемые коллеги, первый доклад от Республики Хакасия был подготовлен выдающимся ученым, фольклористом, кандидатом филологических наук, лауреатом Государственной премии Республики Хакасия Валентиной Евгеньевной Нагашевой. Валентина Евгеньевна является первым дипломированным специалистом Не слышно, да? Так. Слышно. Валентина Евгеньевна является первым дипломированным фольклористом Хакасии, одним из основоположников хакасского героического эпоса. Научные труды Валентины Евгеньевны посвящены сказителям и бытованию героических сказаний. Валентина Евгеньевна исследовала тематическое, сюжетное, идейно-образное содержание героического эпоса. Сама лично записала 31 алып-тыгнымах. Научно-художественные переводы алып-тыгнымахов на русский язык с подлинно хакасским звучанием – это величайшее достижение ученого. Издание хакасских героических сказаний «Алтын-Арых», «Айхужи» на двух языках – огромный фундаментальный вклад Валентины Евгеньевны в культуру Хакасии, России и мира. Наука понесла невосполнимую утрату. Валентина Евгеньевна планировала лично выступить с докладом на данной конференции. Внимание на экран. Пожалуйста, экран. Внимание на экран. Я, во-первых, благодарна руководству нашей Хакасии за то, что этот год посвятили героическому эпосу. Этот жанр хакасского народного поэтического творчества заслуживает всякого внимания. Он заслуживает, чтобы его знали люди, потому что это особый коронный жанр, выдающееся создание хакасского народа. Не случайно в науке, в теории называется это живое историческое прошлое народа. Почему живое? Потому что у тюркских народов в Сибири и у Средней Азии, у всех у тюрков, в отличие от европейских народов, героический эпос живет своей естественной жизнью. То есть он, как когда-то создавался, он продолжает жить и развиваться. Поэтому он живой. Но живой не только поэтому, а он живой потому, что он отражает и в нем подняты темы жизни, которые и нынешнюю жизнь как бы повторяют. В смысле повторения такое может быть, что проблема того, чтобы народ жил нормальной жизнью, низовые, чтобы он питался, не голодал. Вот эта тема в героическом эпосе продолжает жить. Тут и выделяются даровитые охотники, представители рода. Они особым искусством охоты в нашем эпосе, который очень трудно исследовать. Очень трудно. Он требует больших знаний. Он требует больших знаний, прежде всего, языка. А язык у него часто архаический. То, что вышло из нашего быта, эти слова, которые когда-то обогащали наш язык, а значения их забыты, часто сказители тоже не знают. Переспросишь всех
они говорят, ну так рассказывали, так я слышу. Дело Валентины Евгеньевны живет. Научное направление Валентины Евгеньевны продолжают ее последователи, ученики, научные сотрудники Хакнияли, прежде всего ее любимого сектора фольклора. Слово для доклада предоставляется заведующей сектором фольклора, кандидату филологических наук Надежде Степановне Чистобаевой. Тема доклада: хакасский героический эпос, неотъемлемая часть культурного и духовного развития хакасского народа, вектор развития. Надежда Степановна. Здравствуйте, уважаемые участники Международного симпозиума хакасского эпоса, 8-й международной научной конференции «Народы и культуры Саям-Алтая и сопредельных территорий», посвященной 300-летию открытия памятников енисейской письменности и году хакасского эпоса в Республике Хакасия. Разрешите мне продолжить научный доклад, начатый Валентиной Евгеньевной Нагашевой. Валентина Евгеньевна, извините, дала определение Алып-Тыгнымых, и я продолжу. Алып-Тыгнымых – это подлинное национальное достояние и предмет законной гордости хакасского народа, который некогда создал и сохранил на протяжении столетий. В поэтической традиции хакасского народа сложилась исторически своя форма героического эпоса, обладающая яркими национальными чертами и вместе с тем отчетливо соотносящаяся с другими национальными формами. Столетиями и тысячелетиями героический эпос передавался устным языком и хранился и воспроизводился по памяти. Создателями и хранителями Алып-Тыгнымыха являются сказители-импровизаторы. Искусство сказительства своими корнями уходит в глубокую древность, 2,5 примерно тысячи лет. Специфика устно-поэтического творчества такова, что произведения фольклора, созданные вначале мастером слова, в дальнейшем обрабатываются и становятся традиционными. Сказители, как люди с особенным талантом, это термин Бориса Николаевича Путилова, всегда пользовались почетом и уважением, как хранители традиций, нравственности. Импровизаторы не только творчески исполняют традиционный фольклор прошлого, но и создают новые произведения, тем самым продолжают развивать народное творчество, создают преемственность, которая передается из уст в уста, из поколения в поколение. Манера и стиль исполнения героических сказаний у каждого сказителя своеобразна. И это обусловлено как местными традициями, так и талантом сказителя. От эпического певца требовалось не просто умение воспроизвести поэтический текст, но и исполнить Алып-Тыгнымых, в котором сливались словесное, песенное и музыкальное. В содержании эпоса прослеживаются древние мифологические сюжеты. Герои борются не только с иноземными захватчиками, но и с демоническими врагами из подземного мира. Подобно шорскому, алтайскому, тувинскому, хакасский героический эпос состоит из многочисленных разрозненных поэм о богатырях. В отличие от среднеазиатского, он знает мало этнических имен. В нем не указывается конкретная этническая принадлежность героя. Этнические и исторические имена как бы заменяются Халахчон, народная масса, Ильчон, племя, народ, Арлачон, народ труженик, Албатчон, народ даник. В Алып-Тыгнымыхах обнаруживаются некоторые именная цивилизация, не связанная с именами известных исторических деятелей. Например, цикл Алып-Тыгнымыхов о многоженцах богатырях Улатае или Ханмиргене и другие. Основу художественного содержания Алып-Тыгнымыха составляет героическая борьба первопредков за сохранение своего рода, народа чурта и за единство противостояния захватчикам. Алып-Тыгнымых в своих древнейших образцах прославляет алпов, личностей мудрых, сильных, ловких, находчивых и справедливых, живущих в интересах семьи, рода, защищающих слабых, заботящихся о обеспечении их достаточно сытным пропитанием. То, что сказала Валентина Евгеньевна. Традиция прославления героев-охотников
освобождение сильными слабых из плена похитителей, такие повествования в эпосе длительное время оставались одним из самых популярных на первых стадиях творения эпоса. Нередко встречаются сюжеты мастеровых, особо метких охотников, носящих имя хан Мерген, то есть меткий хан. Они приезжают с охоты с богатейшими плодами своего мастерства, группы их лошади обычно покрывают огромное количество набитой дичи, а их встречают один за другим многие люди из рода и племени, которым охотник раздает добытое. В итоге себе, своей семье он оставляет лишь малую часть или из сказания, где он совсем практически без ничего возвращается домой. Обстоятельства действий весьма разнообразны в разных Алтынмахах и тем вызывают неугасающий интерес слушателей. Среди героев древности в эпосе выделяются и культурные герои, происхождение которых обычно связано с мифами, которые использовались сказителями последующих более поздних эпосов. Такова в Алтынмахах Пистумзух Плё Хархуиной, бледная или белесая старуха с шилым носом с бруском переносицы. Хуиней 90 лет скитаясь по земле искала живую воду, оживляющую погибших родичей. Наряду с древними образами богатырей-мужчин Алтынмах славит и героев женщин, которые не уступают ни в силе, ни в характере сильному полу. Например, широко известные героические сказания — это Алтынары и Айхужин, Алтын-Сабых, Ахчыбек-Ары. В процессе развития эпоса героические сказания обрастали новыми сюжетами и мотивами, что обусловило и их тематическое многообразие. Но тематическая классификация эпоса не всегда может быть четкой и обозначенной. Так, в одном и том же произведении сосуществует несколько тем. В композиционном отношении Алтынмах представляет собой поэтические произведения от 2, 4, 6 и далее тысяч стихотворных строк. Материалы экспедиции доказывают, например, в рукописи 1968 года, записанная от Евдокии Никитичны Кулагашевой, записывала Татьяна Евгеньевна, и в беседе с ней она указывала, что в среднем, то есть исполнение героического сказания несколько ночей занимало, то есть вот конкретно героическое сказание 1968 года примерно составляет 11 тысяч стихотворных строк. Алтынары свыше 10 тысяч стихотворных строк содержит, а Айхужин свыше 8 тысяч. Важную роль в собирании устного народного поэтического творчества хакасов сыграли научные экспедиции. И дореволюционный период хакасской фольклористики связан с именами ранних исследователей истории, этнографии хакасов, которые оставили сведения по хакасскому фольклору. Сегодня имена эти уже звучали: Мелин, Кострен, Титов, Шифнер, Радлов, Катан. В этот период была создана источниковая база, заложены основы для создания хакасской фольклористики. Активное изучение устного народного творчества начинается в 20 веке. Прежде всего, это связано с созданием Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. И уже в 1945 году была организована первая экспедиция по фольклору и языку. В том числе организована первая экспедиция по записи музыкального фольклора в улусах среди качинцев, сагайцев, бехтер, шорцев и козыльцев. Собирательской деятельностью занимались Михаил Иванович Багаяк, Василий Иванович Доможак, Валентина Юрьевна Нагашева, Татьяна Григорьевна Тачеева, Петр Анисимович Трояков, Анна Герасимовна Козласова, Ольга Васильевна Субракова, Дмитрий Иванович Чергов и многие-многие другие. Начиная с первой диалектологической экспедиции и затем уже в последующие годы, экспедиции приняли комплексный характер. Целью экспедиции были поиски знатоков фольклора, вариантов записанных ранее произведений. Благодаря комплексным экспедициям в рукописном фонде Хакнияли собрано много записей хакасского фольклора, наибольшее число которых, конечно же, занимают героические сказания. Все тексты Алтынмахов записаны от руки, чернилами или карандашом, зачастую малоразборчивыми почерками. Отдельные героические сказания еще были записаны на магнитофонную ленту.
Это Алтынчуз, Ахан на белобуланом коне и Ханберген на кроваво-рыжем коне. Но они есть еще и в рукописях. В начале 2000-х годов эти записи перенесены уже на CD-диски. Аналогичным образом записан 6-й слет чатханистов. Первые 2 областных слета проходили в 1958-59 годах. Во время 2 слетов удалось записать 20 героических сказаний, большое количество кипчохов, тахпахов. Далее слеты проводились регулярно, вплоть до 1984 года. С открытием сектора фольклора как отдельного структурного подразделения начинается новый этап планомерного сбора материала от знатоков устного народного творчества. В этот период большей частью записаны кипчохи, малые жанры, уникальные записи свадебного и похоронного обряда качинцев, в меньшей степени алып-тылнымах. В 2001 году сектором фольклора народов Сибири Института филологии САРАН была организована комплексная фольклорно-этнографическая экспедиция в Хакасию, в работе которой приняли участие и сотрудники сектора фольклора: Валентина Евгеньевна Майнагашева, Светлана Константиновна Кулумаева, Лидия Кузьмовна Читаева. В ходе экспедиции удалось записать фрагменты героических сказаний, в том числе в сопровождении Чатхана. В 2005 году Валентине Евгеньевне Майнагашевой удалось записать героическое сказание «Алтын хастырықты Кирпалах» «Золотой чешуи» от Дарьи Федоровны Шандаковой. И после этого времени в рукописном фонде Хакниали не поступало новых материалов по эпосу. Ранее в экспедициях Валентина Евгеньевна сама лично, как сказала Ольга Васильевна, записала 31 алып-тылнымах. И на основе этого богатого материала появились научные труды, посвященные сказителям, бытованию героических сказаний. Также она исследовала тематическое, сюжетное и идейно-образное содержание героического эпоса. Героические сказания Алтынара и Айхуджин опубликованы в соответствии с академическими научными требованиями по текстологии в академических сериях «Эпос народов СССР» и «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Все остальные публикации алып-тылнымахов, рассчитанные для широкой публики, представляют собой отредактированные тексты, зачастую не совпадающие с оригиналом и не имеющие научного аппарата. Между тем, научное издание фольклорных текстов, в частности героических сказаний, способствует достоверной передаче оригинала рукописи, что важно для читателей и исследователей. Богатый собранный материал по героическому эпосу хакасов и теоретические исследования фольклористов, эпосоведов Виктора Максимовича Жермунского, Владимира Яковлевича Пропа, Медины Искандеровны Богдановой, Елизара Моисеевича Мелетинского, Арко Аветисовны Петросян, Сергея Николаевича Азбелева, Сазона Самовича Суразакова позволили Валентине Евгеньевне создать собственную научную концепцию, касающуюся героического эпоса как поэтической и исторической ценности, созданной в тесном взаимодействии двух генетических корней – кыргызско-хакасского и скифо-иранского этносов, что принципиально новое в освоении истории эпоса хакасов. Выдвинута и обоснована научная концепция об общности с хуннами по их верованиям. Предки хакасов называли себя кунныкызы, то есть солнечные люди. Кунныкызы нашло выражение и отражение во всем алып-тылнымахе и во всех жанрах фольклора. Другая научная гипотеза о древнеиранской ветви как одной из составляющих предков хакасского народа, которая дала в результате смешения с тюркскими этносами еще и в составе их пребывания в хунской державе богатейший героический эпос алып-тылнымах, содержащий отчетливые следы взаимодействия, взаимовлияния сюжетов, мотивов в мифологии и эпосе хакасов песен. В целом, благодаря научным экспедициям, а также имеющимся исследованиям по героическому эпосу хакасов, появились научные исследования фольклористов, где хакасский героический эпос рассматривается в сравнительно сопоставительном аспекте. В частности, в монографии Елизара Моисеевича Мелетинского «Происхождение героического эпоса» 1963 года исследуются наиболее архаические образцы эпических поэм тюркских и монгольских народов. В 1997 году издана монография Бориса Николаевича Путилова. Это обобщающее теоретическое исследование комплекса проблем, связанных с искусством мастеров устного эпоса. В
данном научном труде автор ссылается на теоретические исследования хакасского эпосоведа Валентины Ильиничны Нагашевой. В 2004 году учениками выдающегося эпосоведа Иннокентия Васильевича Пухова издана работа, в которой проведен специальный анализ возможных древних связей Аланхо с эпосом алтайцев, шорцев и хакасов. В качестве иллюстративного материала привлечены некоторые героические сказания, записанные в ходе как раз-то комплексных экспедиций, организованных от Нияли. Далее, в 2010 году хакасский героический эпос Алтынаров решением научного совета Института фольклора Азербайджанской национальной академии наук был переведен на азербайджанский язык. Эпос Алтынаров сразу после перевода в целях пропаганды хакасского фольклора разместился во многих сайтах страны. В национальной газете 2010 года «Народный фронт» напечатана большая статья, где азербайджанскому читателю впервые рассказывается об истории Хакасии, о его достижениях, о фольклоре, о героических сказаниях, про Хай и Хайджи, о Хомусе и Чадхане. Таким образом, эпос Алтынарова зачислен в список духовных ценностей азербайджанского народа и достойно укрепился с героическим эпосом, рядом с героическим эпосом Китаби Лиды Куркут. Кроме того, несколько героических сказаний изданы на турецком языке. Интерес к постижению глубинного содержания текстов не только не ослабевает, но и усиливается в связи с интенсивным накоплением обнародования материала. Значительный опыт в решении проблем генезиса, структуры, сюжетосложения, семантики, стилеобразования эпических текстов позволяет эпосоведам проводить сравнительное изучение национальных эпосов, выявляя общий фонд совпадающих звеньев поэтики и стиля эпоса. И вместе с тем в каждом эпосе существуют определенные различия, связанные с этнобытовыми реалиями. В исследованиях фольклористов, это мы находим в исследованиях фольклористов Светланы Мангеевну Русолу, Любовь Никитовну Арбачакову, Зою Сергеевну Казакачевой, Евгению Николаевну Кузьминой, Людмилу Степановну Ефимову, Таланталы Аламбековича Бакчиева, Гулю Луглу Мамедовой, Гульнура Виловна Хусаинова, Эрхан Акташ и многих других. Алла Талмамах играет большую роль в возрождении и сохранении культуры собственного народа, его языка, истории, традиций и искусства. Мелодика и текстовая фактура эпических памятников легли в основу творчества хакасских композиторов, художников, вошли в репертуар молодых исполнителей Аллы Талмамах. Примечательным явлением стало обращение Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Герасимовича Чартакова, Хакасского национального драматического театра имени Александра Михайловича Топанова к народному эпическому творчеству, о чем свидетельствуют, например, музыкально-хореографические постановки «Алтын-Кök», «Айхужин». Особая роль в сохранении и популяризации Аллы Талмамаха принадлежит прежде всего исследователям-эпосоведам. Они отвечают за сбор и запись всех имеющихся образцов, в том числе и вариантов, производят сравнительный, семантический, лингвистический анализ, изучают феномен сказителя эпос, вводят в научный оборот новые сведения об эпосе, занимаются популяризацией Аллы Талмамаха среди населения, продолжают издание текстов героических сказаний, записанных от Хайджина Махчи с 1939 года по 2005 год. И также популяризацией и увековечиванием имен сказителей. Музыканты ансамбля «Ульгер» ведут кропотливую работу по возрождению традиционной игры на национальных инструментах. Визитной карточкой ансамбля «Ульгер» является исполнение отдельных отрывков Аллы Талмамах в сопровождении горлового пения «Хай». Вечер героического эпоса Тулага создан благодаря народному артисту Республики Хакасия Вячеславу Николаевичу Кученову. Таким образом, богатая источниковая база сегодня создает предпосылки для активной публикации и ввода в научный оборот неизвестных материалов, исследование которых могло бы решить ряд важнейших проблем современной фольклористики. Сегодня хакасский язык теряет свои позиции, и Алла Талмамах остается одним из важнейших факторов его сохранения и развития. И только знание Аллы Талмамах позволит нам
сохранить наш язык, понять нашу культуру, духовную культуру и развивать ее. Спасибо за внимание. Спасибо, Надежда Степановна, очень за такой обстоятельный доклад. Уважаемые коллеги, я должна напомнить о регламенте работы. Согласно регламенту, доклад на пленарном заседании до 20 минут, обсуждение доклада в 5 минут, вопросы докладчику, микрофон в зале имеется. Надежда Степановна, есть вопросы к Надежде Степановне? Надежда Степановна разработала анкету «Паспорт Алаптых Нымахов» в целях включения как объекта нематериального культурного наследия Республики Хакасия в целях включения его в реестр ЮНЕСКО. Спасибо. Сейчас слово для доклада предоставляется Игорю Леонидовичу Козласову. Пожалуйста, Игорь Леонидович, займите свое почетное место у трибуны для доклада. Благодарю, это рабочий. Мне однажды довелось в Абакане выступать по сходной тематике, когда отмечалось 280-летие открытия енисейской письменности. Это произошло 20 сентября, в первый год нового тысячелетия. И сейчас, ровно через 20 лет и 3 дня, надо будет подвести некоторые итоги и рассказать о перспективах, которые за последние 20 лет появились. И поскольку у нас за 20 лет встало новое поколение, но и люди почтенного возраста имели возможность подзабыть о том, о чем говорилось 20 лет. Я немножко повторю, но в основном продолжу эту тему. И поскольку нужны иллюстрации, то вот они есть уже. Началась эта демонстрация. Понимаете, какое дело? Наша привычка говорить о верховно-енисейской письменности как о чем-то едином и для всех народов, так сказать, тюркской группы в раннем Средневековье присущей, это оказалось излишне обобщенным подходом, потому что сравнение алфавитов, так сказать, побуквенно, вот вы видите таблицу. У нас просто сходство знаков. Посмотрите, с левой стороны пустое пространство с одной стороны, справа части этой таблицы, разрезанной надвое, пустое пространство с другой стороны. Вы сами видите, что с формальных позиций знаки так называемых рунических алфавитов Евразии, а здесь и европейская, и азиатская сторона присутствует. Вы сами видите перед нами две группы. Две группы, которые к тому же имеют два совершенно разных корня происхождения. Европейские руны нельзя читать, основываясь на азиатских. И дальше я, конечно, буду говорить в основном об азиатских, потому что это тоже не единое письмо, а 3 алфавита: енисейский, архонский и таласский. Они отличаются друг от друга некоторым количеством знаков. А вот я тут подчеркнул разницу между архонскими и енисейскими буквами. Вы знаете, что, например, хакасское современное письмо и русское современное письмо имеют общий корень кириллический, да? Но в хакасском тексте будет несколько знаков, немножко меньше даже, чем здесь различия между архонским и енисейским, которые никогда не встретятся в русском тексте. А в русском тексте будут буквы, которые совершенно не нужны для записи хакасской речи. Поэтому общие корни несомненны у архонского и енисейского письма, но это 2 разных алфавита. И вы можете, видя эту разницу в знаках, не читая, определить, где созданы эти письменные памятники. И вот такой взгляд на руноподобный массив древних письмен впервые дал возможность подробно, я бы даже сказал, дробно рассматривать эти самые материалы письменности. Таким образом, возникает новая проблема, которая позволяет иначе увидеть письменную культуру каждого из этих вот письменных миров.
А у нас 3 письма азиатских, я уже сказал. Но вы понимаете, что давняя традиция составления локальных сводов письменных памятников уже нам не помогает в этом деле. Надо по письму памятники, собирая енисейскую письменность везде, где бы вы ее не встретили, и архонскую везде, где бы она нам не встретилась. Аналогично таласское письмо. И тогда мы увидим енисейский рунический мир, архонский и таласский, которые отличаются друг от друга. И вот понимаете, какая вещь? Сейчас я немножко покажу происхождение. Хотя я кратко это сделаю, поскольку профессор Лисин имеет у нас специальный доклад на эту тему. Николай Николаевич нам что-то новое покажет, а я пока о старом. Так вот, в Восточном Туркестане, где продолжали писать архонской письменностью после переселения туда уйгуров, так сказать, создание там новых уйгурских государств, найдены вот такие учебные тексты, азбуки. Посмотрите, наверху идет, да, обе стороны листа бумага не сохранились, но вы видите, наверху идут рунические знаки, справа налево воспринимаемые как овсе письмо, а внизу вертикально манихейское письмо, а это отдельная письменность, которая обозначала гласные, то ли название, то ли, так сказать, произнесение этих знаков написано. И вот у нас 3 строки. Теперь, пожалуйста, дальше. В этом же ущелье Тую, который мы, пожалуйста, дальше, сам должен нажимать, вот так. Еще один, это в 5-м году найденный, а это позднее в 9-м году найденный, в Японии хранится. Видите, человек начал писать справа налево в первой строке, ошибся, начал писать 2-й раз, накляксил и внизу написал очень аккуратно. Обратите внимание, как в том случае, так и в этом знаки разделены по 2 словоразделительной отметкой. Мы аналогий подобных не знаем в других системах письма. Почему они разделены так, видите, вот внизу то же самое, мы пока сказать не можем. Если вы сравните 2 эти азбуки, то вы увидите, что знаков в этой таблице 42, а это же у нас еще нет начала. Вообще получается 48 знаков. Как так? Ведь Вильгельм Томсон, расшифровывая архонское письмо, выделил 38 знаков, больше не было. Что получается? А получается, что в азбуке, которые учили они, а не которые учим мы, во-первых, построение букв другое. Не А писалось так-то, а Б вот так-то. А у них был свой порядок, а порядок знаков в азбуке всегда отражает ее историю. Потому что вы не будете менять порядок знаков. Это не даст возможность изучать ее, учить просто-напросто. Так вот, посмотрите, на 10 знаков больше, чем в архонской письменности, а это памятник Кюльтегина расшифровался, 4500 знаков на этой стеле. Вы понимаете сами, значит, перед нами историческая азбука, которая содержит знаки, уже не употреблявшиеся на архонской стадии письма. Вообще архонская письменность самая молодая, то есть самая реформированная из всех, вот, которые нам известны. Скажем, пока про-азиатские вот эти 3 алфавита. Теперь получается следующая ситуация. Если вы эти знаки, отыскивая, какие же вышли из употребления, расположите с известными, то вы увидите, что перед нами слоговая система. Здесь простой принцип турнирной таблицы. Наверху у нас с вами гласные, а в строках идут согласные. Вот на пересечении, там, допустим, гласной, вот там, будут другие знаки стоять, и вы увидите, что это слоговая система письма. То есть, говорить, как мы привыкли, о том, что эта письменность изобретена в определенное время, устанавливать год, мы не можем, потому что это архаичная система слоговой письменности, которую на каком-то этапе заимствовали тюркоязычные народы. Вообще она очень архаична. Слоговое письмо кончилось в истории цивилизации примерно в X-IX веке до нашей эры. Но сохранилось вот в этой неведомо где. Человек, который найдет руническое письмо с вот таким словоделением азбуки по 2 знака,
укажет нам на место происхождения архонской письменности. А время мы уже понимаем, это очень древнее. Теперь эти недостающие в архонских памятниках знаки существуют в Туве. Пожалуйста, памятников всего 8, вот. Но в действительности все они слоговые. Вот этот квадратик, который слева, единственный раз среди архонских многострочных памятников встречен в надписи Таньюкука. Единственный раз. А в Туве вон, в 8 памятниках, пожалуйста, и по нескольку раз. И так далее, и так далее. Я не буду на этом останавливаться. Тем более, что наше Министерство образования и наше издательство успело к конференции издать книжку, в которой вы можете почитать остальное. Итак, если вы знаете азбуку, вы без всякого чтения определяете, к какому государству относится это письмо. Ибо архонское письмо использовал только тюркский каганатов. Второй восточный тюркский, не первый. Первый, во всяком случае, памятников нет. Сагдийским письмом писали и по-сагдийски. Так вы понимаете, значит, тюркский каганат и уничтоживший его уйгурский каганат, который, тем не менее, наследовал такую черту культуры, как архонская письменность. Итак, если у вас архонские знаки попадаются, это или тюрки, или уйгуры. А если у вас енисейские знаки, значит, это древнехагасское государство, или хотите, говорите кыргызский каганат, только с кыргызом Тяньшань не путайте. Больше того, свои каноны. А вот у нас с вами архонские памятники 1 и 2, тюркский, ангинский памятник и стела уйгурского кагана, ну, будем говорить по-старому, Муйчура. Посмотрите, тамга наверху, обязательно, и текст идет от тамги, начинаешь, вниз к земле. Енисейские построены прямо наоборот. Тамга всегда внизу, и текст идет от земли к небу. Если вы встречаете камень, который у вас дает тамгу внизу, то вам не надо мучиться читать его, если вы не лингвист. Да, кстати, я же не лингвист, поэтому я говорю об истории культуры письменной, вот, как вы понимаете. Так вот, по алфавиту вы государство без чтения определяете, по канону оформления определяете, потому что это официальные государственные памятники. Идем дальше. Вот таласское письмо. И не вверх, и не вниз, и никакой тамги, а по кругу на луне. Опять не спутаешь, причем это все могильные надписи. Теперь пойдем дальше с вами и увидим, что в Туве, опять в Туве, существует не верхний низ, а горизонтальное расположение строк. Вот этот древний памятник, да, сейчас вот он увеличено. Тамга внизу и горизонтальные строки. Если текст начинается в архонских и енисейских надписях от тамги, то как читать этот памятник? Правильно, от нижней строки к верхней. Это непривычно нам, и очень трудно было придумать название, но родилось в конце концов письмо по восходящей лесенке. Я молчу о том, что все наши лингвисты многие годы читали в привычном порядке сверху вниз. А здесь снизу вверх, тем более вон Эр-Атем, Майли, такое-то, о нем всегда начинало памятник. А он здесь вот с правой стороны, справа на него писали, видите, Эр-Атем, с именем трудно, а там Б. Вот мое имя, я такой-то, начало письма. После того, как вы обнаруживаете, что читать надо снизу вверх, вы вспоминаете, что между Томпсоном и Радловым был спор о том, как читать памятник Кюльтегина. И Томпсон говорил, что если мы этот камень положили бы на бок, а текст идет ведь сверху вниз, то получилась бы та странность, что пришлось бы читать от нижней строки к верхней. Ну вот мы же на бок не кладем, и это не привлекло тогда внимания. Но если мы начнем смотреть, то мы увидим, что все архонские памятники нам известны, их известно 11, я имею в виду стеллу. Только надпись Таньюкука не подчиняется этому, а все остальные надо читать от нижней строки к верхней. Если вы возьмете енисейские памятники, то половина из них надо читать, так сказать, по-нашему, можно сказать, вверх ногами. Вы понимаете, что значит архонское письмо, которое енисейское, восходя к одному корню, восходит и к единой манере письма.
А письмо это от нижней строки к верхней. Такая архаика тоже известна в эпоху бронзы, потому что накапливание этих памятников, строк по одной происходило при учетных записях храмовых. А вот посмотрите, сразу обращаем внимание. А вот это тувинская ситуация, которая пишется поперек. Есть памятник, я его не показываю, 22 строки, и все на одном поверхности. Минусинский стоит, музей. А Енисейский памятник, написанный с оборота той же стелы, имеет всего-навсего, значит, вот 4 строки во всю поверхность и узкие грани занимает. Почему? Одни люди писали 22 строки спокойно, не переходя на другие грани, а здесь использованы все 3. А потому что на поминальных памятниках, а это все памятники поминальные, сохранились, так сказать, отпечатались черновики, с которых резчики это делали. А черновики оказались для тувинской манеры, а вот все строки горизонтально, а там у нас стержни, енисейская традиция, надо писать на 3 сторонах или больше. И вот отдельные планки. В общем, это реконструкция, да, умозрительная, потому что дерево не сохраняется. Но ясно, что черновики были деревянными, и они, вот перед вами наиболее древние тюркские документы и книги, которые набирались из текстов, составленных построчно на каждой табличке было одно. Теперь мы с вами давайте перейдем к следующему. И по обряду делятся эти памятники. Археологи, это особенно важно. А вот классический древнехакасский канон, сзади каменный курган, перед ним с восточной стороны стелла. Вот она стоит, с енисейской надписью «Тамга». Это единственная традиция, когда около могилы. Потому что в тюркской традиции, архонской будем говорить, существовал поминальный храм. Вот скажем, вот эта реконструкция памятника Кюльтегина. Там не было могил. Там было святилище, где его поминали, и, соответственно, перед этим памятная надпись. А вот тувинская традиция опять своя, потому что, да, поминальные, дальше все поминальные памятники, кроме енисейской традиции или древнекыргызской. Вот поминальный курган, и перед ним стоит стелла. Вот этот ряд в Туве, в долине Саргалаксы, на Кахе. И Алтай горный дает нам стеллу с надписью «В оградке поминальной». То есть ничего не стоит археологу, увидев условия нахождения камня, определить, к какой государственной письменной традиции он относится. Вот типичный енисейский памятник. Тамга внизу, и все идет наверх. Ну, посмотрите на его форму. Не обработанный камень. Все всегда казалось, что это признак дикости. У нас есть царские величественные стелы Архона, Монголии, и есть периферия, ну, диковатые, такие малокультурные, такие странные вот надписи. Теперь обращаю ваше внимание, что здесь все-таки распространенный текст. А в тувинских памятниках, да, они енисейской традиции. Текст идет снизу вверх. Но написано одно имя. Вот Бенючур, имя и титул человека, имя, и все. А вот алтайский. Видите, с краю надпись идет небольшая там. Одна строка. Да, она подробная по сравнению с остальными. Но это тувино-алтайская традиция, где не будет ни тамги, и где не будет распространенного текста. Значит, и здесь у нас разные культурные традиции. Следующее. Давайте мы с вами все-таки поймем, вернее, не поймем, а всерьез усвоим одну вещь. Нет письменности без школы. И у нас, конечно, Махмуд Кажарский первый филолог, но в арабской традиции. А филологи, преподававшие руническое письмо в свое время в школах, демонстрируют нам в результате, что школы отличались и по правописанию. Пожалуйста, в енисейских памятниках я выделил знак А, который не обязателен. Он такой восклицательный смысл имеет. Вот написано «Эсизиме
«О горе мне». А это звучит, вот как скачет у меня. Но, простите, технически гуманитарий я все-таки по образованию. Алтайские надписи тоже снизу вверх, и каждый раз может быть звучит, может быть нет, разделяет слова. Вот написано, да, атыма. Звучит, не звучит, каждый раз 3 слова. Но все-таки стоит гласное после согласных. Но как система отделяет слова не двоеточием, а возьмите таласский памятник. Здесь уже та стоит после гласных. Понимаете? Вот справа, я не знаю, а ты, а после гласных это вообще простое слово раздел. Фонетического смысла мы уже не видим. И таким образом таласское письмо выросло в Горно-Алтайском, будем говорить, университете. Потому что алтай-енисейской традиции, где озвучала после согласных, к алтайской, где она могла звучать, могла не звучать, но все-таки после согласных писалась, без этого этапа не возникает таласский. Так что таласская письменность — это, так сказать, вариант енисейской. Теперь я перехожу к другому моменту. Мы с вами столкнулись со школой, с учебниками. У нас вообще-то 2 больших университета уранических. Один покрывал территорию современной Хакасской котловины и Тувинской котловины. Другой покрывал Алтай и на запад ушел в Казахстан южный и в Киргизию. Теперь посмотрите, наскальные надписи хочу вам показать. Да, говоря так, вот имея все эти признаки, мы можем определить, не читая опять по этой совокупности, кто писал эти надписи. Ну, условно говоря, древний алтаец написал, древний тувинец написал или древний хакас написал. Хотя и енисейская традиция будет. У нас здесь нет архонского письма на Енисее. Один памятник вот на плашке, который носили. А на Алтае 2 архонских надписи, один наскальный, один на предмете. И 90 наскальных надписей на енисейской письменности алтайского варианта. Теперь посмотрите. Вот человек копирует у нас с вами наскальную надпись. Там что у меня перед этим? Вот, это Монголия. Стоит Сергей Григорьевич Клишторный, знаменитый наш тюрколог. И знаменит он не только тем, что занимался рунической надписью. Он занимался полевой работой. Он отыскивал памятники, находил новые и публиковал. Это редчайшая способность. И таких людей, вы меня извините, на руках надо носить. Было. Вот и монгол показывает ему надпись. Вы видите, как низко она находится? А вот копирует надпись тоже один из археологов. Вы видите? Его поза настоящая, колено преклоненное. А вот фотографирует группа рунологов, которые не признают того, что это молитвенные надписи, но тем не менее фотограф как стоит? На какой высоте фотографирует надписи? Это молитвенные надписи. Наскальные надписи не рассчитаны на то, что кто-нибудь их будет читать. Они интимны, и иногда бывает тончайшие, нитевидные бороздки сделаны. Так вот, понимаете, какая у нас ситуация? Мы понимаем вдруг, что это религиозный. Да, поминальные надписи — это тоже, конечно, культовое дело. Но в данном случае, когда вы увидите, что здесь не мог подойти кто попало и написать на скале, что попало, поэтому читать надо строго, исходя из того, что здесь будет какой-то молитвенный текст. Или еще проповедники писали. Потом они очень короткие. На Алтае мне очень нравится одна надпись. «Бен-Тедим». Даже неудобно сказать, что я сказал. Надо в молву или что-то. Человек произнес молитву и написал: «Я здесь произнес молитву». «Бен-Бедидим». Чего я написал? Я написал в знак того, что я вот так на коленях стоял перед этим камнем. А то же самое, пойдите в София Киевская, там на высоте колен снаружи храма будут кресты, неграмотные ставили люди, а грамотные писали «Ас
Ивашка псал, я Ивашка написал. То же самое. Молитвенные знаки эти надписи носят. И теперь перед нами религия. Какая? Соберете и увидите, что это манихейство. Вот хакасская надпись молитвенная, а она на высоте глаз. Около озера Фыркал, и там газ стоит. Аристократ написал и подписался, так сказать, там, где он знает. Вот она крупная. 3, 6, 7 букв всего. А что написано? Барм ич урун. Вложите совершенную душу. В меня вложите, не ошибитесь. Это он у Бога просил. Ну, душу это я переводу, там написано ич. То есть все нутро, от головы до пяток, он просил, чтобы у него было совершенно. Вот гора Тепсей, на той стороне Енисея. Больше 30 надписей на ней было. Большинство Красноярское море содрало. Видите, мясо горы торчит. Ну, 9 метров Енисей, поднимаешься, 9 падает. Какие там надписи? Теперь. Но остались 2, в том числе в пещере. Вот сейчас я вам покажу, но на веревочках пришлось там держаться. Вот в левой вершине Тепсея, примерно на высоте от вершины 130 метров, от основания около 400, человек забрался в пещеру и написал. А вот правая часть 3 строки, ну красненьким я тут вам показываю. И еще левая часть, сейчас минутку. А вот левая часть. 168 рунических знаков. У нас нет больше, крупнее ее, такой наскальной надписи. Что написано? Ну, первая строка. А вот самое главное, 3 строка. Я говорил, но не был уверен. Теперь я слово постиг, на пользу людям я слово постиг. Это, извините меня, так сказать, монах, священник или кто-то, который не мог что-то понять, он поднялся в пещеру и там находился до тех пор, пока это слово надо писать в большой букве в переводе, понимаете? И он дождался, так сказать, высшего вразумления, и теперь он знает, что делать. Вот так. И это манихейство. А манихейство мы не знали до тех пор, пока не нашли в Хакасии манихейские храмы, и до тех пор, пока не поняли, что у нас молитвенные надписи, которые надо читать соответствующим образом. Так вот, манихейство было энциклопедической мировой религией в то время. Они требовали, могли поклоняться книге в храме вместо, так сказать, священного изображения. Обряды, единобожие, книжная культура, энциклопедическая. Вот вы представьте, манихейство возникло в III веке на Ефрате, Месопотамии, да? А вы теперь поймите, что в IX-X веке человек, сидя на Енисее или на Катуне, читал о том, что было в III веке на Ефрате, потому что манихейство названо по имени пророка Мани, а Мани там создавал эту свою веру. А они читали жизнеописание пророка. Вот такая широта географическая и другое. Теперь я хочу сказать еще одну особенность. Да, какой авторитет был у рунического письма? Ведь манихеи, имея свою священную письменность, вы видели вот этот обрывок алфавита, они руническое письмо приравняли к своим священным текстам. Этого не делала ни одна религия. Вы знаете, буддизм у нас требует одного языка и письма, мусульманство другого священного языка, христианство и так далее. Кирилл с Мефодием, так сказать, критиковали за то, что они славянам письменность изобрели. Зачем, когда есть и греческое письмо, и латынь, и древнееврейское? И они, между прочим, защищались тем, что и у тюрок есть письмо, в том числе там длинный перечень в житии Кирилла и Мефодия. Так вот, вы понимаете, а манихеи заимствовали. Почему? Да потому что оно не возникло ко второму тюркскому каганату или к формированию древнехакасского государства. Просто был тайный период письменности на деревянных, на кожаных листах и так далее, на бересте, может быть. И вы сами понимаете,
что не будь такого авторитета, никто бы не стал приравнивать местное письмо. Манифест религии была очень интересна тем, что они проповедь вели на местных языках. И там, где была письменность, пользовались письмом аборигенов. Так что многовековая уже существовала письменная традиция, говорим про Енисей, к моменту появления манифеста. Манифесто заимствовано было, воспринято уйгурским каганатом в 763 году. Я вам для сравнения. Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность ровно через 100 лет, в 863 году. Ничего не сравниваю, ничего никого не укоряю, смешно было бы, но давайте понимать, что такое письменная культура наших мест. Так вот, теперь, если это все заимствовано, то какая была эта письма? И какой была доманихейская религия? Повторяю, письменность существует внутри религии в древности и средневековье. Давайте поймем, что на рунических письменах было свое писание. Другое дело, что оно содержало. Посмотрите, а вот у нас на Речке есть. Стоит скала, Кёлхая называется. А вот в этом выщербленном участке существует руническая надпись. Так. Человек написал, мало того, что красными чернилами, я деталь показываю, он писал, посмотрите, полой трубочкой, потому что у штриха верх полукруглый, низ полукруглый. Никто никогда не писал основные тексты красным цветом. Этот человек носил с собой чернильницы и перо, тростниковое перо, калям, как на Востоке это называется, понимаете? И две, конечно, чернильницы. Черным, которым он писал обыденные следы, и красным, которым он писал особые слова и прочее. Это опять молитвенный текст, но дело не в этом. Перед нами профессиональный писец. Если вы, увидев эту надпись, вдруг заинтересуетесь, а как же затачивали именно под этот почерк калям, то вы увидите, что так затачивали, ну, по иранским поздним памятникам у нас великолепное востоковедение. Переведены эти трактаты XIV века, где описано, как затачивать что. И вот это писец-профессионал затачивал для скорописи, потому что он записывал под диктовку правителя. Теперь посмотрите другая сторона. Вот у нас изображение камня, который нашел Мессершмитт первый на речке Уйба. Понимаете, вот Владимир Николаевич Штыгашин говорил, что переименовали в Енисейское письмо. Нет, просто открыли это Енисейское письмо. А архонские памятники были открыты через 168 лет. Там будет юбилей, но там будет другая цифра. И почти 170 лет, больше 6 поколений, весь, так сказать, заинтересованный мир изучал только енисейские надписи. Первая надпись в Туве найдена Потаниным, это 70-е годы 19 века, через 150 лет. Первая надпись на Алтае найдена в 1803 году, начало 19 века, но все-таки это не 721 год и так далее. Понимаете, наука двигалась в Центральную Азию и в Южную Сибирь через Енисей. Европейская наука, русское востоковедение. И вот посмотрите, надпись-то на нашем древнейшем изваянии, с вот этой вот личиной, рогатой и прочее, может быть, вам знакомы эти памятники. Вы посмотрите, этот человек чего писал? Он что, этой личины не видел? Да мы ее видим. А в 9 веке это еще было нормально, с тех пор коровы много затерли. Вот посмотрите, письмо идет снизу, доходит до глаза, перепрыгивает глаз, и он на лбу продолжается. Одна и та же строчка. Чего же он писал на этом камне? А вот какая поверхность другой стелы. Да это же песчаник. Когда вы изучаете надписи, лингвистам это не надо, но археолог не может пройти мимо того, чтобы не посмотреть, каким инструментом выбивалось это все. Я вам скажу, 4-5 разных инструментов в каждой надписи, ну, пусть 3 инструмента, но никогда один. Это говорит, что высекали профессионалы, у которых был набор соответствующих инструментов. И они что не могли выровнять этот камень, песчаник. Вот
смотрите, буквы нанесены трещина, а вот у нас Т, Г, там, Ш и так далее. Значит, мы понимаем, что профессионально они могли, но внутренне не имели себе права позволить изменить камень. Почему? Да потому что это Бемутаж, вечный камень. А вечность они понимали не так, как мы. Вечность возникла, когда мир был создан. И если вы хотите оставить вечную надпись, то не надо воспринимать китайский канон, в котором выполнены архонские памятники. Она использует те камни, которые в степи стояли до вас, как они считали, от начала мира. А это и древние изваяния, а это и необработанные менгиры. Картинки у меня кончились, но я вам показываю доманихейскую веру. А когда вы понимаете, что у них другие представления о вечности и так далее, вы начинаете понимать, что письменность-то обслуживала вот эти традиционные представления. Какая вера? А мы не знаем. Но мы хоть поняли, что надо ее искать, изучать и так далее. И последнее, о чем я должен сказать, у нас преподается руническое письмо университетское. И здесь преподается. Здесь Игорь Валентинович Кармушин провел какую работу. И в Абакане, и в Кызыле преподавал письмо. Что, тем не менее, каким призывом я должен кончить? Я должен обратить внимание нашего образованного общества и преподавателей тоже, прежде всего, что опасность современного письма рунами, если мы будем писать на камнях, на скалах, а именно это я видел на Алтае, у нас одна фальшивая надпись, есть новый батя, человек пришел, зубилом выдал. Понимаете, мы через 50 лет не сможем отличать древние надписи от современных. Таким образом, мы уничтожим это письмо. Значит, надо писать на бумаге, надо писать на афишах, надо писать на наших погребальных памятниках. Я знаю, у нас на Самохвале он уже употребляется. Но нельзя трогать ни скалы, ни древние камни. А почитать надо. Посмотрите, как можно все это уничтожать. Мы рушим скалы, не глядя. А там люди молились, надписи были. Теперь я должен еще одну вещь обязательно подчеркнуть сегодня. У Хакасии, у Алтая, у Тувы есть колоссальное преимущество. Потому что нигде больше, ну еще Монголия, нигде больше не стоят эти камни. И вот Кадрул Алексеевич Бечелгей говорил сегодня об этом. Это преимущество надо интеллектуально использовать. И когда вот это преимущество будет осознано, оно приведет наконец когда-то к формированию местной школы специалистов-рунологов. Почему надо? Потому что рунология, тюркская рунология – это не филология. То, что, о чем я вам сейчас говорю, к филологии не имеет прямого отношения, даже косвенно, ну косвенно может быть. Но вы понимаете, какое дело? Эпиграфист, умеющий работать с камнем, с твердым материалом, он должен предоставить для филолога достоверный памятник. Как он написан. Филолог будет читать. Поэтому нужны другие навыки. Вот такая у меня ситуация. И я позволю себе на этом закончить, потому что пора мне закончить. Повторяю, наше министерство и издательство издали книжку. Вопросы там будут или в коридоре. Спасибо, Игорь Леонидович. Я хотела бы сказать, уважаемые коллеги, что Игорь Леонидович к началу конференции подготовил книгу «Рунические письмена Сибири». Эта книга издана. И вопросы обязательно. Пожалуйста, Игорь вопросы. Леонидович, здравствуйте. Я хотела бы вам задать вопрос. Я здесь. Вот ищу вас. Вот. Да, Мне хотелось да. бы... Виктория. Виктория Ценна Карамашева, профессор, Да, доктор филологических наук. я вас узнал. Да. Давайте рекламу. Вот, я просто хочу вопрос задать. Как вы относитесь к монографии Кармушина? И, может быть, там есть ошибки, а может быть и наоборот. Что нового? Вы понимаете, Игорь Валентинович как раз принадлежит к той редкой когорте наших тюркологов, которые добывают с оригинала текста.
Его монографии ценнейшие, прежде всего потому, что он своими глазами смог отточить много разных мест, которые не поддавались предшественнику. Они теперь стоят так хорошо, а раньше в деревянном сарае стояли. Пожалуйста, разные условия. Ими воспользовался Игорь Валентинович на моих глазах лет 12, а то больше. Работал и в Минусинском музее, и в Кызыльском музее, и везде. Это, извините меня, опять повторю, очень дорого стоит. Да, какое-то чтение вам не может казаться неубедительным. Но, пожалуйста, сделайте новое чтение. Но лучше всего, придя к памятнику. Или учтя те поправки в реальном тексте, который принес Игорь Валентинович. Он издал 2 монографии научных и учебное пособие здесь, в Абакане. Пусть у него будут последователи, я ведь к этому призываю. Он прямые усилия личные. Будем говорить по-другому. Часть своей жизни он оставил в Абакане и в Кызыле, чтобы студенты знали, что такое руническое письмо. Я понимаю, что сейчас в науку звать человека морального права нет, но это право когда-нибудь реализуется. Да, спасибо, Вот Игорь вам ответ Леонидович. на ваш вопрос. Уважаемые коллеги, книга «Рунические письма на Сибири» издана, и она в раздаточном материале. Отличный подарок конференции участникам. Спасибо. А мы продолжаем. Древнее тюркского рунического письма, которое стало широко употребляться не раньше второй половины VII века, это подтверждается многочисленными памятниками от Каспийского моря до Северной Монголии. Слово для выступления предоставляется Николаю Николаевичу Телицыну. Тема доклада о возникновении тюркского рунического письма. Вот, Николай Николаевич исследует различные подходы, мнения по поводу происхождения древнетюркского рунического письма. Пожалуйста. Да, скажем, мой доклад несколько замечаний к возникновению, да, потому что сами понимаете, что вот в продолжении доклада Игоря Леонидовича, ведь действительно мы долгое время считали, что это письмо одно, мы долгое время считали, что это один древнетюркский язык. Вот даже в монографии Андрея Николаевича Конного, одного из моих учителей, написано, что язык древнетюркских памятников представляет собой наддиалектное коине, да? То есть получается так, что вот человек осматривал все памятники и считал, что это написано на одном языке и так наподобие как среднеазиатская тюрки. Да? Вот что-то такое. На самом деле, если мы даже посмотрим памятник Тунибук, если к нему обратимся, то там мы замечаем даже разные написания одних же тех же слов и словоформ в разных частях текста. И когда мы начинаем исследовать памятник более подробно, то мы видим, что разное начертание идет в прямой речи, а прямую речь произносят, записано, грубо говоря, со слов разных представителей разных тюркских племен. Поэтому там и возникают и разные формы падежные, и разные, так сказать, глагольные формы, и разные начертания одного и того же слова. То есть мы можем сказать, что это памятник практически литературный, как у нас в литературе принято в диалогах отображать диалектность говорящего, да? Ну там говор какой-нибудь или акцент, да, вот так и писалось. Кстати, по своей специализации я занимаюсь древнетюркскими и древнеуйгурскими памятниками. Одновременно с этим и приходится заниматься чагатайскими, и золотоордынскими ярлыками, и османскими, и староанталийско-тюркским. И вот при чтении произведения Ашика Паши Тарих аль-Осман, да, то есть история династии Османов, мы наблюдаем точно такую же ситуацию, когда автор всю свою информацию дает на одном языке, но как только начинает говорить Осман Гази, то там сразу возникает диалект, который мы можем приравнять к хорасанско-тюркскому. То есть вот этот прием, он соблюдается во многих средневековых, в том числе, произведениях. Вот тут много говорилось о том, что там филологи, историки, коллеги, мы все востоковеды. А востоковедение – это наука, которая находится на стыке наук. И вот мы сейчас за это выступаем. И вот нам удалось вывести, наконец-то, востоковедение отдельной строкой в гуманитарной науке, отделить от регионоведения.
Поэтому мы все должны знать всего понемножку, да? Вот. Так, действительно, дорогого стоит. Вот, Сергей Григорьевич Клишторный, когда нам читал лекции, он показывал свои фотографии, я потом у него выключил, и у меня до сих пор отсканированы эти фотографии, у меня в архиве есть. Вот это действительно дорогого стоит, когда человек видит то место, где эти памятники расположены, когда он видит ту природу, да, то есть получается так, что это, вносит определенный вклад и в осознание того, что в памятнике написано. Потому что, знать язык это, конечно, хорошо, можно переводить, но дело в том, что если мы посмотрим, любой переводчик, он корректно переводит на свой родной язык, а на иностранный язык он, как правило, переводит немножко коряво. Поэтому самые лучшие переводчики — это носители языка. Почему? Потому что у него на генном уровне, да, вот на уровне генном есть особое видение, особое мышление. Да? И вот так, когда работаешь с памятником, действительно так и происходит. Мне, к сожалению, довольно-таки поздно, я говорю, к сожалению, довольно-таки поздно удалось попасть и ощутить вот эту ауру. Да? 2 раза я был в Минусинском музее, вот только там я смог найти. Так сложилось, да? Что я по фотографиям, по рассказам своих учителей пристрастился к этому. Первым, кто меня привел к этому, был Дмитрий Михайлович Насилов, который нам преподавал древнерусские языки. Дальше стал читать Сергей Григорьевич Клишторный. Андрей Николаевич Коннов, он уже ходил как профессор-консультант, изредка. И поэтому такая любовь к изучению древнетюркских языков, естественно, сформировалась там, в Ленинграде, тогда, в Ленинградском государственном университете, сейчас Санкт-Петербургский университет. Но скажем, то, что тут говорилось о том, что один из, лестные слова в мой адрес. Нет, я просто ученик своих учителей. Все, что я знаю, это благодаря своим учителям, поскольку я даже, сам памятников не видел. Поэтому все благодаря им. И я сопереживаю, коллегам, потерявшим одного из своих учителей. Жалко, когда учителя уходят, потому что это действительно наша частичка какая-то уходит вместе с ними. Но если обращаться к истории возникновения письма, да, если уже к теме, доклада, то мы действительно немножко, на мой взгляд, некорректно подходим к изучению любого вида письма. То есть мы идем с точки зрения диахронии. Из наших позиций мы относимся к языку и к письму древних лет. То же самое мы, скажем так, неправильно относимся к тюркской грамматике, когда мы берем просто грамматику индоевропейского языка и просто так, в кавычках, тупо переносим ее на другой язык. Я думаю, что корректнее было бы рассматривать возникновение руноподобного письма у тюрок в синхронии, то есть не в диахронии, не в развитии, а именно применительно к той эпохе и исследуя, естественно, историю, археологию и все другие сопутствующие ситуации, которые позволили возникнуть и существовать этому письму. Что мы имеем на тот период, на период существования тюркского письма? Во-первых, с точки зрения установленной даты, 707 год, это, я так понимаю, что это применительно, скорее всего, к памятнику Тунекука, потому что по содержанию этого памятника текст где-то был составлен где-то 707-710 годы. Это примерно такой период. Потому что более поздние в тексте Тунекука отсутствуют. Других датировок, грубо говоря, у памятников нет. Сергей Григорьевич Клишторный пытался енисейские тексты датировать, исходя из содержания. Была у него одна статья и некие замечания, что есть такая чуйренская надпись, которая является одной из самых первых, и чуть ли он не ставил год 681. То есть его предложение. Я
не буду судить, просто вот высказываю такое предположение, что, может быть, и более ранние даты можно поставить. Но, опять же, да, это второй тюркский каганат. Первый тюркский каганат возник по разным источникам, где-то 551-552 годы. До развала восточно-тюркского каганата и падения западного тюркского каганата, то есть 630 и где-то 650-е годы, где-то вот так. В этом каганате использовалось письмо, и мы видим памятники, это Булгутская стела, и вот мой любимый памятник, это в честь Нири Кихани или Нири Кагана. И мы видим там просто курсив сагдийский и сагдийский язык. То есть получается так, что в первом тюркском каганате роль посредников между информацией и донесением этой информации до коммуникантов выступали сагдийцы. Ну вот, опять же, немаловажный факт, что первое послание тюркских каганов в Византию и, в принципе, откуда пошло по Европе, скорее всего, имя тюрки, это было посольство под предводительством сагдийского купца, да, в Византии. Ну вот, соответственно, почему сагдийский купец поехал предводить, примерно можно представить. То есть человек, который знал пути не только географические, но и политические. То есть человек, который мог сторговаться, и, соответственно, человек, который мог договориться. Естественно, вот он вез какое-то послание. Мы можем только предполагать, что за послание он вез, устное или письменное. Но так или иначе мы можем предположить, что если государственным языком письменным был сагдийский, то, соответственно, сагдиец мог по-сагдийски говорить. Дальше, то есть вот датировка тоже довольно-таки сложная. То ли вот Булгутская стела, если не ошибаюсь, где-то в районе 580-х годов, 590-х годов. Памятник в честь Нири Кагана и Нири Кихани. Но вот я так лично посчитал, что это где-то 604-605 год. То есть развал первого тюркского каганата на восточный и западный, и вот памятник, скорее всего, но опять же по предположению, в честь первого, скажем, правителя западной части, уже отделившейся от восточной части тюркского каганата. И все, на этом все прекращается. И вдруг ни с того ни с сего, если вот брать во внимание мнение Сергея Георгиевича Криштурина о том, что вот черенская надпись, это самая первая, и относится к 681 году, вот ни с того ни с сего, да, вот где-то после 610 года, 70 лет, ни с того ни с сего появляется вдруг хорошо разработанное письмо, которое является государственным во втором тюркском каганате. Ну, какой-то вроде бы нонсенс. И тут вот, опять же, в продолжение можем сказать, что да, действительно, скорее всего, данное письмо было, оно функционировало наряду с сагдийским в первом тюркском каганате или в народах, входящих в первый тюркский каганат, но которые не были у власти, скажем так. А потом оно было просто уже перенято теми тюркскими племенами, которые, ну, скажем так, стояли в основе при создании второго тюркского каганата. Тоже может быть такая идея. Но, опять же, существуют некие китайские хроники, где черным по белому написано о том, что у тюрок есть письмо, которое существует наряду с тем письмом, которым пользуются сагдийцы. Ну, вот это так вольный перевод, скажем так. То есть говорится о том, что наряду с сагдийским письмом, которое было распространено в первом тюркском каганате, использовалось еще какое-то свое письмо. И вот тут встает вопрос, а какое? Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что в такой краткий период, ну там 50-60 лет, письмо создать невозможно, его только можно заимствовать, а заимствовать можно его уже из известного, а известные письмена это были сагдийские, курсивные, и иероглифика китайская. На иероглифику очень тяжело, поскольку там для того, чтобы прочитать нормальную китайскую газету, сейчас надо знать как минимум 5000 иероглифов, да? На что, в принципе, вот кочевые империи пойти не могли в тот период, да, вот так резко перенять такое письмо. Сагдийское курсивное тоже сложно. И вот тут встает вопрос,
Вот существуют разные точки зрения. Одна точка зрения, опять же, которая была разработана в стенах института Ленинградского отделения Института востоковедения в Ленинграде, тогда еще, да, что руническое письмо тюркское произошло от сагдийского письма. Да? Ну вот такой вот факт, да, то есть вот люди умели рисовать сагдийским курсивным письмом на камне, потом ни с того ни с сего его резко переделывают в геометрическое письмо. Ну как-то тут даже чисто логически не сходится. Тогда вот встает вопрос, а что же, вот как же возникло письмо и сколько лет оно существует? Тут вариант обратиться к теории письма. Вот есть такая хорошая книга «История письма» Игнасиаса Гельпа, который разбирал на примерах разных видов письма вот идеи возникновения письменности вообще у народов у всех. И есть там такие мысли, которые говорят о том, что все народы так или иначе проходят определенные этапы в приобретении письма. Какие-то этапы это, ну, как вот в принципе государство развивается, какие-то этапы проходят длительно, какие-то скачкообразно, какие-то этапы перепрыгиваются. И вот идея просмотреть все виды письма и как они возникли, с чего, да? Ну что первое вот ставится в основу? Первое ставится в основу — это рисунок. Москальный рисунок, где не передается ни предложение, ни слова, а передается просто картинка, да? Вот картинка. То есть как вот фотография. Да, то есть какое-то количество непонятных фигурок, которые вроде бы изображают людей, какая-то фигурка, которая вроде бы изображает дракона, что-то вроде бы изображающее пламя. Ну и мы все понимаем, что это вот картина, которая передает, ну как вот фотография, просто тогда еще не 3D фотография, да, передает вот какое-то сообщение из прошлого. В дальнейшем для того, чтобы с развитием человеческого общества, соответственно, возникает необходимость коммуникации. И в результате с этим, нет, это пока еще рано, я еще не дошел до туда, это надо самый-самый первый кадр. Вот ниже, вот ниже чуть. О, вот тут. В результате с этим возникает идея выделять каждую фигурку как определенный предмет. Да? То есть получается у нас один рисунок, это, грубо говоря, одно слово. То есть получается, грубо говоря, логограмма. То есть от пиктограммы появляется логограмма. И тогда уже, значит, каждый рисунок отображает какое-то слово. В дальнейшем, вот как и в китайском, есть один иероглиф, отображающий одно слово, дальше он ни с того ни с сего сливается в один иероглиф, два иероглифа, получается еще одно слово, состоящее из двух слогов. Да, то есть этапы эти, они известны. Теперь вот обращаемся к тому, что мы видим здесь. Вот Игорь Леонидович уже показывал эту картинку, у меня она, мне удалось в такой вот в отсканированном виде украсть ее, да? Вот, да, в 1905 году найдено несколько отрывков. И там, представьте себе, вот эти знаки, я не буду говорить в каком расположении, просто вот посмотрите, по-манихейски они транскрибируются, не транслитерируются, они транскрибируются, то есть передается звучание закрытым слогом. То есть это может быть показателем того, что на тот период, даже на тот период, данные знаки воспринимались как слога. Да? То есть получается у нас вот на этот период данные знаки являются слогом, как минимум. Да? Давайте дальше, следующий кадр. Вот здесь как раз транскрипция, это я взял из нашего уважаемого коллеги, в работе нашего турецкого коллеги Мехмеда Эльмеза, там вот просто взял, отсканировал, и тут видно, какие знаки, какими слогами передаются. Как правило, это широкий начальный, да, широкий гласный, реже узкий гласный. И разные знаки транскрибируются либо переднерядным гласным, либо заднерядным. Следующий кадр. Можно перелистнуть?
Ага, вот. То есть получается, что сторонние наблюдатели при вот, ознакомлении с азбукой передают это как слово. Дальше. Вот в руническом письме, во всех письменах, и в среднеазиатском, и в архонском, и в енисейском, присутствует 5 знаков, которые так или иначе передают ну, либо горловой «к», либо, соответственно, мягкий «ки». 5 знаков. Но вот это вот у нас вот, в нашей ленинградской школе Сергея Григорьевича Клишторна, Виктора Григорьевича Гузева и, естественно, меня, как их ученика, натолкнуло на вопрос, а почему? Вот почему 5 знаков для передачи, грубо говоря, 2 аллофонов? К и К. Как-то вот не состыкуется с алфавитным письмом. Дальше. И тогда, значит, мы стали потихонечку, ну вот, учителя, и мы стали потихонечку разбираться. Нашли несколько знаков, вот здесь у нас идут первые 3 знака, которые мало того, что передавали, ну, как принято раньше традиционно называть дифтонги, они передавали целиком слово. И заметьте, первое у нас идет alt, второе арт и третье амт. И это слова. И что интересно, практически во всех памятниках данные знаки встречаются в словах или словоформах с заднерядным гласным. С переднерядным гласным не встречается. То есть это может как раз говорить о том, что вначале эти знаки воспринимались как отдельные слова, как отдельные логограммы, которые потом превратились, ну вот, в 2 звука, в 2 формы. Да? Ну, также могли спокойно передавать и слога в словоформе. Ниже идут еще знаки, которые передают также вот, дифтонги, да? Но вот, к сожалению, пока мы вот стоим в размышлениях, были ли это слова или не были эти слова, потому что вот последний знак и первый знак, да, встречается как с переднерядным гласом, так и с заднерядным гласом. То есть основу вот, выискать довольно-таки тяжело. Следующий кадр. Ага. А вот здесь мы выделили, ну, по крайней мере, в последнее время выделили знаки, которые четко представляют собой рисунки. То есть вот один знак является одним рисунком, может передавать слово, может передавать слог, а может передавать звук. То есть вот явно, что первый знак это изображение, ну, либо юрты, либо дома, что в принципе слово, да. Второй знак это растение, что встречается в памяти Туникука слово да, вот дерево. Дальнейшее развитие в уйгурском ыгач и турецкое агач. Следующее, ну, полумесяц, это знаменитое ай, да, то есть это вот слово. Дальше вот интереснейшее изображение веретена, которое звучит как ык, да, вот как ык. Нет, не дальше, это вот как ык, треугольничек такой, да. Дальше известнейшее как раз изображение стрелы. И вот тут как раз и появляется идея того, что недаром 5 знаков для передачи 2 аллофонов, потому что это слова. Да? То есть это слово, оно использовалось вначале как слово, где-то оно использовалось как слог, а дальше в каких-то вещах оно превращалось просто в фон, в звук. Да? Ну, соответственно, изображение человека R, изображение лошади ат, тут тоже уже все говорит. Ну, следующий кадр. Вот, знаки, которые мы, ну, скажем так, под вопросом. Ну, первый знак, да, это вот то, что чаще всего передает слог ичи, ну и, соответственно, скорее всего, передача какого-то явления, которое может быть глаголом ичи. Это, ну, поглощать, да, вот, поглощать жидкость какую-то, да. Ну вот, курить по-турецки тоже ячмень будет, да? Сигара ячмень тоже. Дальше. Кадр, вот, значит, следующий знак. Вот такая вот, я называю это пьяная вилочка, студентам говорю, они легче вспоминать. То есть чаще всего это, значит, либо
слог ас, либо с заднерядными гласными. Но явно, что здесь кто-то считает, что это основа слова сач, как волосы, тоненький листочек, либо ас, как вешать, висеть, свисать. Да? Вот глагол тоже. То есть тоже получается. Дальше вот изображение ах, это ловушка или что-то там, селок. Да? Дальше, опять же, вот единственный раз в памятнике Туникука встретился это квадратик, это звук щ, но интересно, что встречается только в редких случаях и в Туникуке только в слове с переднерядным гласным. Да. Ну и вот так, если идти, можно пролистать дальше. Вот знаки, которые еще подлежат дешифровке, скажем так, дальше. И вот предстает нам вот такая вещь, что данное письмо, вот с нашей точки зрения, на этапе возникновения, оно не было алфавитным. В дальнейшем с его употреблением происходит некая алфавитизация, но на самом деле это смешанное силабографическое письмо, то есть словесно-слоговое письмо, которое возникало. Ну и давайте подумаем, когда словесно-слоговые письмена возникали? Да? То есть вот тут можно подумать и с археологической точки зрения, что это задолго до появления и первого, и второго тюркского каганата. Ну и последний вот кадр, это уже, наверное, завершение. Ага. Вот, это тот вывод, который мы делаем. Хотя с нами не всегда соглашаются даже представители тюркских народов, что тюркское руническое письмо является автохтонным, то есть национальным тюркским письмом. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Николай Николаевич. Игорь Леонидович неоднократно нам аплодировал в процессе доклада, и мы также присоединялись. Да, с удовольствием послушали. Уважаемые коллеги, вопросы к Николаю Николаевичу есть? Пожалуйста, микрофон в зале. Уважаемые специалистов тюркских народов Сибири является изучение жанра фольклора и их взаимосвязи в контексте общей истории и этногенеза народов Сибири. Актуально решение использования информационных технологий в процесс сбора, оцифрования фольклорных текстов. Очень актуальна проблема подготовки высококвалифицированных научных кадров в данной сфере. Слово для доклада предоставляется Людмиле Степановне Ефимовой. Пожалуйста, Людмила Степановна. Ну а мы с вами, в связи с тем, что у нас немножко затянулось торжественное открытие, мы немножко в таких ограниченных форматах, вместе с тем мы продолжаем работать. Так, пожалуйста. Здравствуйте. Ütüye gününe gündük ıttarçılar, iyi raf sakız реттен билетагам болун. Уважаемые участники конференции, разрешите вас приветствовать от имени якутских фольклористов. И, так как время уже к обеду идет, я буду очень коротко. Фольклористика тюрко-монгольских народов Сибири, достижения в перспективе. Во-первых, о достижениях. Чтобы видеть презентацию, я стою боком. Вы меня простите, пожалуйста. Фольклористы Сибири, они сделали такие научные открытия, которые я видела в зале, сейчас темно, видела в зале очень много молодых людей. Мы должны гордиться, что исследователи фольклора народов Сибири, они сделали такие открытия, такие технические положения, которые актуальны и будут еще востребованы в грядущие времена. Во-первых, это, видите, теория развития эпоса. Теория стадиального развития эпоса алтайских народов принадлежит профессору, одному из выдающихся ученых алтайского народа Сазану Саймоновичу Суразакову. И эта теория, она, мне кажется, подходит и для исследования эпоса не только тюрко-монгольских народов, и тунгуса-маньчжурских народов, и других народов вообще мира. Потому что по этой теории эпосы, стадиане различаются только можно сказать, по двум показателям. Первый показатель, видите, это кто герой. Кто герой? Вы его видите, богатырь, но он был охотником, Дальше это был Батр.
богатырь, воин. То есть герои, они со временем, с развитием эпоса, да, они менялись, их функции менялись. Тогда и менялось все содержание эпоса. Дальше, например, вот якутский Аланхо. У нас исследованы 3 региональные традиции. Вот северо-восточная региональная традиция, это северные вузы нашей республики. У них вот герои эпоса, ихнего эпоса, это охотник. Герои долганского эпоса тоже, у них тоже Аланко называется, Аланко. У нас Аланхо, у них Аланко. У них тоже герой охотник. Вот, значит, герои архаического эпоса, то есть раннего развития эпоса, они охотники. Потом уже исторического, героического уже меняются, вот как в своей теории последовательно показал Сазан Саймонович. Дальше второй показатель – это враги. Кто они враги? Вот враги архаического эпоса. Вы их видите. Это чудовища, там подземные богатыри, опасы, как в якутах говорят, шелмусы и так далее. Но с развитием, с идеальным развитием эпоса эти враги меняются. Они и соплеменники, и даже чужие люди. Вот. Это первое, одно из самых главных теоретических положений семитской фольклористики. Так, второе. Это вот типология, то есть изучение общности, сходства и различий эпоса тюркских народов. Первым начал якутский исследователь Иннокентий Васильевич Пухов. Вы его название статьи видите. Там и калмыцкий Джангар, там и хакасский Лапых-Нумах. Это эпосы тюркских народов, тюрко-монгольских народов. Якутский Аланхо и вот калмыцкий Джангар. Дальше сравнительное исследование начал алтайский исследователь Сергей Сергеевич Кадаш. И последнее постсоветское время Евгения Николаевна, доктор филологических наук, она вот главный редактор памятников, академической серии памятников фольклора и народов Сибири и Дальнего Востока, она вот ее сравнительно сопоставительная работа по данной серии. Дальше в фольклористике тюркских, тюрко-монгольских народов Сибири хорошо исследована композиционная структура и образная система эпоса. Именно структура и образная система. Вот кто исследователи, вы их видите, это якутские исследователи Георгий Устинович Ильин, Иннокентий Васильевич Пухов, Николай Васильевич Мильянов, хакасский исследователь вечной памяти Валентина Евгеньевна Майнагашева и другие. А образную систему якутского Аланхо рассматривал Иннокентий Васильевич Пухов. Вот вы, исследователи, вы их видите. Исследованы женские образы Евгения Николаевна, и это бурятские исследователи, якутские исследователи, и тувинские, вот Лидия Хартек. Дальше одну из тоже очень интересных теорий, которая была то есть разработана нашими исследователями, это теория живой эпической традиции. Вот сегодня память Валентины Евгении звучала вот эта вот живая эпическая традиция. Она была характерна для тюрко-монгольских народов до позднего времени. Вот обязательные исследователи тоже очень хорошо написали. Вот, например, Василий Васильевич Илларионов. Ему в этом году исполняется 75 лет. Это Аркадий Алексеевич Кононов. Ныне ему присвоили звание лауреата государственной премии имени Алексея Калкина, Республика Алтай. Вот алтайские исследователи Тамара Михайловна Садалова, шорские исследователи Андрей Ильич Чудаяков, наша Любовь Никитовна Бачакова. Видите, сколько вот очень интересных работ. А локальные, региональные традиции, я считаю, что они исследованы намного лучше в якутской фольклористике и особенно четко в бурятской фольклористике. Вот видите, вот работа якутских исследователей. Исследована вилюйская региональная традиция,
исследование, как я сказала, северо-восточное, и одна из локальных традиций – центральной региональной традиции якутского сказительства. Далее, вот видите, как буряты исследовали вот эти традиции. К сожалению, я плохо вижу, но вы, наверное, я думаю, что вы видите эти локальные традиции, именно только эпических традиций. И очень интересно представляется исследование поэтики эпоса. Тоже был по направлению фольклористики Винси. В алтайской фольклористике, в бурятской фольклористике сколько работ по поэтике эпоса. Тувинской, хакасской, шорской, якутской. Вот. И вот в последнее время при подготовке коллективной монографии мы хотим, вот, фольклористы на Сибири, хотим подготовить коллективную монографию в электронном издании. И вот появилось новое направление – роль эпоса и сказительского искусства в современной жизни народа. А теперь вот, я просто вот там плохо, наверное, видно, но это сравнительная таблица именно направлений, где какие жанры больше исследованы. В желтом выделены эпические традиции. Вот алтайская фольклористика советского периода. Фамилии специалистов, исследователей, а вот в желтом выделены именно эпические традиции. Ну, значит, алтайская фольклористика в советский период больше внимания уделяла эпосу. Постсоветский период. Вот это алтайская фольклористика. Бурятская фольклористика. Вообще самая сильная, я считаю, бурятская фольклористика. Их много фольклористов, они воспитали очень много фольклористов молодого поколения, их где-то больше 30. Но видите, вот эпос тоже очень хорошо исследован у них и в советский период, и видите, постсоветский период. Язык у них эпоса, поэтика очень хорошо. Вот эти локальные традиции они очень хорошо рассматривали. Тувинская фольклористика, пожалуйста, у них, конечно, единственными ведущими специалистами является Светлана Монгушевна. Хакасская фольклористика. Ну, сами видите, что вот у вас, ну, это Валентина Евгеньевна и Надежда Степановна. А вот я выделила именно Ольгу Васильевну Субраков. У нее исследование по языку эпоса было. Вот по якутской фольклористике советский период, видите. У нас ведущих эпосоведов очень много. У нас Николай Васильевич Емельянов, Василий Васильевич Илларионов по эпосу, и Луиза Львовна Габышева, все доктора наук, ну и кандидатов тоже у нас много. Молодые исследователи тоже вот берут именно эпические традиции. А надо исследовать-то и другие жанры фольклора. А по шуйской фольклористике, видите, работу двух исследователей, которые посвящены тоже эпосу. Это Чудаяков Андрей Ильич и Любовь Никитовна Бачакова. Ну, это просто для студентов я подготовила когда-то, и вот этот слайд не удален, фольклористика народов Севера. Вот долганская фольклористика. У них эпос тоже напечатан, собран материал, но, к сожалению, до сих пор нет исследователей по вообще долганскому фольклору, но, видимо, не будут, потому что в нашем университете есть отделение северной филологии, где учатся вот именно представители этих народов. Вот. А тут если видно, там пустые места, вы можете обратить внимание на пустые места. Это первая колонка алтайцы, вторая колонка хакасы, третья, я плохо вижу, ну вот по фольклористике, да, где пусто, там исследователей нет. Исследований нет. Вот. Ну, пофамильно специалисты это видят, знают. Если нужны будут эти материалы, все эти таблицы, я могу ими поделиться. Кому интересны вот эти исследования. Поэтому я хочу выразить большую благодарность за приглашение. И хочется сказать молодежи, если мы потеряем язык наш, все родные наши языки, исчезнет наш народ. Если мы потеряем культуру, фольклор, то мы нанесем большую роль в мировую культуру.
Спасибо за внимание. Вопросы? Людмила Степановна, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия, организатор, руководитель многочисленных конференций всероссийского международного уровня по эпическому наследию тюрко-монгольских народов Турции, России, Монголии. Спасибо огромное. Так, заключительный доклад. Вопросы, Людмила Степановна, если будут, можно в рабочем порядке. Так, и доклада заключительного на пленарном заседании предоставляется Ольге Валентиновне Ломакиной. Ольга Валентиновна представляет собой представитель научной школы Валерия Михайловича Макиенко. Вопросы лингвоаксиологии, лингвокультурологии, фразеологии, все эти новые направления как раз отражают исследования Ольги Валентиновны. Пожалуйста, Ольга Валентиновна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы благодарим Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории и лично Нину Семеновну и ее коллектив за приглашение участвовать в этом научном форуме. Если сказать кратко, то Российский университет дружбы народов – это студенты, которые к нам приехали из 165 стран. То есть изучение различных языков и культур – это одна из основных тем филологического направления нашего университета. И, уважаемые коллеги, я хотела бы начать с того, что наш университет сегодня занимает 326 место в международном рейтинге университетов по всему миру. Направление современные языки и культуры – это 88 место среди всех университетов мира. И мы находимся среди ведущих 150 университетов по направлению лингвистика. То есть нам нельзя стоять на месте. И как вы понимаете, если сейчас мы находимся в сотне ведущих вузов, то дальше мы должны двигаться к 50 ведущим вузам. И я рада представить своих коллег, которые также помогают нам в этом движении. Кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника кафедры иностранных языков филологического факультета Михаила Алексеевича Бредиса. Кандидата филологических наук, доцента, ведущего научного сотрудника кафедры иностранных языков Наталью Юрьевну Нелюбову. Я не случайно представляю своих коллег, потому что мы хотим сделать подарок Нине Семеновне и ее коллективу. Это книги нашей научной школы, моей научной группы. И прежде всего вот это издание «Парамиология без границ». Потому что мы в прошлом году смогли до пандемии издать... Спасибо. Смогли издать эту монографию. 14 авторов из российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Старого Оскола, конечно же, Санкт-Петербургская школа Валерия Михайловича Макиенко, это исследователи из Китая, Белоруссии, объединили все свои усилия и фактически создали первое на сегодняшний день монографическое издание пословиц и поговорок. Почему мы обращаемся к пословичному фонду языка? Мы считаем, что парамиологический фонд языков выступает хранилищем традиций, характерных для определенной лингвокультуры, потому что пословицы обладают лингвокультурологическим, лингвоаксиологическим и кумулятивным потенциалом. Что это значит? Значит, во-первых, мы привлекаем пословицу и другие жанры устного народного творчества, малые жанры, привлекаем и изучаем их уже не как единицы фольклора, а в соответствии с современными научными парадигмами и изучаем как текст, пословица ведь фактически текст. Изучаем различные тематические группы пословиц. С какой целью? С целью выявить национальную идентичность. Почему мы сегодня, наверное, здесь? Потому что нам очень хочется привлечь, вовлечь в научный оборот тот кладезь, пословичный кладезь малых народов России. И для нас
в общем-то, вовлечение в научный оборот новых единиц очень важно. С какой целью? Конечно, мы можем рассматривать культурный потенциал, мы можем раскрывать эти тексты с одной стороны, но с другой стороны мы должны каждый раз помнить, что если пословица не будет повторяться, она уйдет из языка. И, соответственно, хранилище информации, языковое хранилище будет уже на втором-третьем планах. Вот сейчас мы совсем недавно, позавчера фактически, вернулись из Тувы, и позавчера мои коллеги, пока я читал лекцию, проводили анкетирование для выявления актуального фонда пословиц. Потому что при выявлении вот этих видов потенциала, и сегодня я заявляла именно ценности, и вот одна из ценностей, ценность веры в Бога, для нас является определенного рода лакуной. Почему? Потому что в течение 70 лет происходило выхолащивание, создавалось превратное отношение о религии. И когда мы начали поднимать фонд пословиц в разных языках, у меня уже вышло достаточное количество работ, и не только по языкам России, но и по языкам бывшего Советского Союза. И, конечно, мои коллеги, которые занимаются европейскими языками, всячески привлекают Евразийский фонд, парамеологический фонд. Мы видим, что очень многое ушло, с одной стороны, из языка и не зафиксировано в словарях. Почему? А потому что Бог — это своего рода табуизированная тема, начиная с 20-х, дальше 30-х годов 20 века. И все мы с вами, кто вырос в советской школе, помним такой сборник пословиц Александра Макаровича Жигулева «Без Бога шире дорога». Наверное, все помните, 1963 года. Конечно, он был издан под такой шапкой. В языках малых народов, и в том числе в ряде славянских языков, появилась эта пословица. И мы постарались, конечно, на сегодняшний день выявить по, прежде всего, стержневому принципу, выявить те пословицы, которые существуют и которые показывают веру в Бога. Здесь мы идем по какой методике? Конечно, это прием сплошной выборки, когда мы выявляем покомпонентно те единицы, которые подходят для раскрытия данной ценности. В частности, вот если... Для сравнения, я вообще русист по образованию, и вам не случайно было сказано, школа Валерия Михайловича Макиенко. То есть у меня основная специальность — это русский язык. И для меня русский язык, конечно, столб и методология, которая существовала в русской фразеологии, позже в парамеологии, впоследствии была перенесена во все европейские языки мира. Если вы вспомните, я вам несколько имен назову, это профессор Кунин, английская фразеология, профессор Амосова, профессор Чернышова и так далее. Я могу перечислять. Лишь в 90-е годы, благодаря старанию Валерия Михайловича Макиенко, была тщательно изучена уже славянская фразеология и парамеология. Мне очень хочется верить, что те тенденции, которые существуют сегодня в фразеологии и в парамеологии, благодаря нашим молодым ученикам, молодым исследователям, мы сможем все-таки перенести и в малые языки, где, поверьте, сейчас до сих пор существуют лакуны, потому что мы выбрали 300 наименований, и когда мы начали смотреть, кто занимается фразеологией малых языков, это все-таки люди старшего поколения, к сожалению. И вот в Туве мы очень долго разговаривали на те темы, то есть поднимаем круг вопросов, который должен быть исследован, чтобы сохранить парамеологический фонд языка. Итак, вот если говорить про компонент «Господи Христос, Всевышний Творец», вы видите более 100 единиц мы вскрываем. Какую дальше мы видим картину? Я не стала все переписывать, вы можете это в наших работах увидеть. Дальше мы открыли прекрасный фонд, который был создан Надеждой Романовной Айнаткиновой по алтайским языкам. Здесь мы выделяем прежде всего наименование Кам, шаман, Кудай, бог, Ульген и Уч, Гурбустан. Посмотрите, какое небольшое количество этих единиц. Понятно, что дальнейший этап анализа, я сейчас, поскольку последний выступаю, я очень стараюсь кратко рассказывать, то
мы, конечно, стараемся выявить ту лингвоаксиологему, то есть тот семантический смысл, который содержится в этих пословицах. И когда мы проводили подобные исследования по ряду романских, тюркских языков, славянских, это будет опубликовано в вопросах испанской русистики в конце этого года, то есть статья уже принята в печать, то мы увидели, что все те семантические модели и семантические доминанты будут схожи. Бог для всех милостив. Но, к сожалению, в ряде словарей малых языков сохраняется совершенно другой смысл. Вот я вам буквально несколько единиц. «Бедных Бог не видит, без Бога дорога открыта». Это тувинский словарь Будупа. Дальше. Ну, здесь Будда нам встретился точно так же, как Христос. Дальше. В бурятских пословицах боги и черти от суеверия. То есть крайне аксиологически отрицательный заряженный смысл. Но фактически, я думаю, что так дело не обстоит. И когда начинаем проводить опросы, мы видим совершенно другую картину. И, конечно, мы можем перечислять те языки, которые мы уже смогли поднять, но я вас хочу пригласить, во-первых, прочитать первый номер за 22 год спецвыпуска журнала «Новые исследования Тувы». Он будет посвящен как раз фольклору тувинского языка, тувинскому фольклору. И мы уже задумали первый номер за 23 год, когда берем фольклор, фольклорные тексты Центральной Азии. Я надеюсь, что благодаря этому нам удастся собрать значительный фонд как раз этих языков. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Ольга Валентиновна. Пожалуйста, вопросы Ольги Валентиновны есть? В кулуарах. Да, хотела бы дополнительно сообщить, что к конференции издана у нас тоже книга «Хайгасёсь. Мудрое слово», где хакасские пословицы тоже представлены. И эта книга также в подарок очень будет полезна в ваших исследованиях. Большое спасибо. Нам действительно это нужно. Спасибо. Уважаемые коллеги, пленарное заседание нашей конференции завершается. Хотела бы я вам напомнить, что сегодня 23-го нас ждут культурно-просветительские площадки, организованные Центром культуры и народного творчества, экскурсионная программа. Завтра, 23 числа, также нас ждут выставка «Ожившие легенды», мастер-класс «Игра на Читхане», творческая лаборатория «Игра на хомусе» и другие, а также лекция «Роль эпоса в культуре народа» с демонстрацией практической части. А самое главное, что завтра, 24-го, у нас состоятся 6 дискуссионных научных площадки, 1 круглый стол и 5 секций. Кроме этого, в 16:30 состоится заключительное заседание международного симпозиума и международной научной конференции. Проект резолюции конференции представлен вам в раздаточном материале, а также дополнительно завтра будет представлен на площадках конференции. Очень просим руководителей секции подвести итоги и подготовить предложения в резолюцию конференции. Нам необходимо принять. Спасибо всем за участие в пленарном заседании. Спасибо, уважаемые спикеры, всем присутствующим в зале. Объявляется обеденный перерыв, а затем площадка.